Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы здесь, в прекрасной библиотеке МГУ, в 8-й раз чествуем лучших из лучших специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уважаемые друзья, я всех благодарю за проделанную работу. Поздравляю тех, кто сегодня выйдет на эту сцену, номинантов, достойные. Десятки, сотни тысяч сотрудников МЧС России выйти сюда сегодня на эту сцену. Всем слова благодарности, признательности, пожеланий удачи, добра, благополучия и, конечно, сухих рукавов. Спасибо. Следующая номинация «Спасение без границ». На сцену приглашается министр Российской Федерации по вопросам открытого правительства Михаил Анатольевич Абызов. А лауреатом номинации «Спасение без границ» становится Боин Гламочлия, директор Российско-сербского гуманитарного центра. Российско-сербский гуманитарный центр был создан в 2012 году на основании межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Сербия. Большой заслугой Боина Гламочлии как директора этого центра стало развитие сотрудничества со странами Балканского региона в области гуманитарного реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также повышение квалификации сотрудников спасательных формирований Сербии, Боснии и Герцеговины и Македонии. В мае 2014 года, во время сильного циклона в центральной части Балканского полуострова в городе Обреновац возникла угроза гуманитарной катастрофы. Боин Гламочлия проявил свои профессиональные качества при принятии решений о срочной эвакуации населения и умело координировал действия спасательных формирований сектора по ЧС МВД Сербии и МЧС России. Боин Гламочлия принял участие в урегулировании проблем миграционного кризиса, возникшего на границе Сербии в результате большого наплыва беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Аплодисменты. Два диплома на русском и на сербском языках. И слово лауреату Боин Гламочлия, директор Российско-сербского гуманитарного центра. Боин, пожалуйста. Большое спасибо российским спасателям. Ура! Вот так лаконично. Коротко и по делу.